Доброе утро! Я приветствую всех жителей и гостей «Жемчужины Юга» на волнах нашего радио. И мы начинаем наш день с хорошим настроением под замечательную музыку. Мой город. Жемчужина Юга. Родина самых гостеприимных и радушных людей. Хотя есть, конечно, некоторые нюансы. Да, впрочем, как и везде. Но то, о чем я хочу вам рассказать, началось далеко отсюда. Ты был прав. Это снова они. Ты слова Багды во внимание не взял, а с ним такое не прокатит. За все действия приходится платить, а за слова надо отвечать. Остановитесь. Ай! Да. Салам алейкум, Багда. Қандайсың, досым? Алейкум ассалам, досым. Давно не виделись, брат. Ты б заехал. Разговор есть. Все, понял тебя. Давай. Что скажешь? Багда, ты же понимаешь, какие люди за мной стоят? Тебя предупреждали. Багда, за меня спрос будет. Не сомневаюсь. Со всех спрос будет. Каждый свое поймает. Каждый по выстрелу сделали. И это, Гани, пару машин подготовьте. Завтра в Бишкек выдвигаемся. Пахти, приберите здесь. Алло. Байке, Да. мы встретили гостей. Ага. Визит в Спору.
Алейкум салам. Ассаламу алейкум, досым. Валикум салам. Багда, досым, қалайсың? Рахмет. Как доехал? Аллаға шүкір. Валикум салам. Тамаққа келелі? Досым, сөйлесіп алайық. Жігіттер балалар қарап жатшы. Қалай жеттіңдер? Жақсы бәрі аман есен. Sir, I want to ask, you confuse nothing? All the same, it's your native city. it's just business. Nothing personal, sir. It's very important. You should be assured of yourself. I understand how much it's important. You have no right to mistake. Don't worry. I understand. Good luck. Thank you. Брат, ты же знаешь, что происходило у нас. Я про волжские события. Вот что-то подобное затевается у вас. Думаю, ты должен принять меры. Иначе последствия могут быть весьма печальные. Приедет человек. Он из местных. Имя его Жаркын. Данные есть. Дернешь его, там разберешься. Как поступить с этой информацией, решай сам. Но с этим надо что-то делать. И вот что еще. Вот про все это я тебе не говорил. Не то мне, сам понимаешь. Братан, хороший вроде человек, да? Хоть и политик. В политике нет ни хороших, ни плохих. Есть свои и чужие. Он свой. Вот эта съемка недавних событий в Киеве. Наглядный пример действия психотропных препаратов класса PSV-20 на людей. Обратите внимание, на человека несколько раз воздействует слезоточивым газом. И вот, никакой реакции. Человек становится агрессивным, невменяемым, крушит все, что попадается на пути. Эти препараты были использованы во время переворотов в Бишкеке, в волжских событиях. И вот теперь Украина. По нашим сведениям, нечто подобное готовится и у нас в регионе. Как и когда, пока неизвестно. Мансур? Есть кое-что, заслуживающее внимания. Это Мурат Елесов из серии «Кайдын». Одни из лидеров наркогруппировки, занимающиеся поставкой героина и его транзитом через территорию области. 2 года назад Управление по борьбе с наркобизнесом провело спецоперацию, в результате которой большая часть группировки была обезврежена, а главарь осужден на 20 лет. Что касается этих двух, следствию не удалось доказать их причастность. Оказавшись без главаря, остались неудел. Но с недавних пор замечено оживление. Они стали больше перемещаться по области, встречаться с криминальными элементами, наводить контакты. Это оживление мы связываем с появлением этого человека. О нем мы пока ничего не знаем. Но что привлекло наше внимание? В его окружении были замечены вот эти персонажи. По данным российских коллег, это боевики украинских националистических группировок. Остап Жучко, Тарас Тимошенко. Скорее всего, это звенья одной цепи. Вот этим и займитесь. Все ясно. Работайте.
Приветствую. Могу я поговорить с Шалом? Нет. Сейчас он обедает. Я сам вам перезвоню. Багден Авжурген? У него возня с кем-то намечается. Может быть, поэтому? Да такие вопросы он сам решает. Тут что-то посерьезнее. Это проблемы для красноперых. Они должны заниматься этим. Они за это деньги получают. Политика — это грязь. И нам туда лезть не надо. У нас своих дел выше крыши. Да, но если они это все замутят, всем хреново будет. Мало никому не покажется. Багда, ты мне как сын. Я тебя люблю. Ты это знаешь. Но если ты полезешь в эту байгу, сам будешь отвечать. Я вас услышал, Нурике. Поеду я тогда. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Молодец. Братан, Шили с пацанами Сикоша братишек ушатали. За что? Заправку одну не поделили. Вы что творите? Тем мало, что ли? Или аж нормально? Братан, там случайно получилось. Сикош сам на ногах. Ну, разговор по-любому будет. Ладно, об этом потом. Человек один в городе должен появиться. Мне нужно знать о нем все. Где, с кем, когда. Вот. Зовут Жаркын. На обороте адрес. Он там появится. Давай. Гони! Давай без ажиотажа. Люди делятся на две категории. На сильных и слабых. Я, скорее всего, отношусь ко второй. Я неудачник. Перебиваюсь случайными заработками. Ни на одном рабочем месте не задерживаюсь больше недели. На последнем я продержался 2. 24-го раковину разбил. 28-го на работу не вышел. 1-го с покупателем поругался. Я все понял, братан, все, отпусти. Все, пошел вон. Наверное, я уже привык к такой жизни. И почти забыл, кем был раньше. Вырасту, буду гонщиком. А когда я вырасту, я стану фигуристом. А когда меня узнает весь мир, меня, наверное, мама с папой тоже увидят и заберут домой.
У жизни особое чувство юмора. Смертельное заболевание обнаружил у меня врач-онколог, а по совместительству мой сосед, с которым я полжизни прожил в одном подъезде. Ну что сказать. Возможно, любого другого человека такой диагноз поверг бы в ужас. Но в моем случае в разделе «Семья» прочерк. Друзья, работа, карьера. Еще 3 прочерка. Терять мне, в общем, нечего. Это очень мощный препарат. Правда, стоит недешево. Таблетка $100. Сдохну дешевле. Говорят, что самоубийство – это слабость. Но мне для этого пришлось собрать все свои силы. Алло. Такеш, это я, Арман. Короче, я встрял. Понял. Мне помощь нужна. Скоро буду. Мы с Арманом выросли в одном детском доме. Арман, бей его! С самого детства он стоял за меня горой. Багдад, если же отдашь в санаторий. После выпуска Арман не стал поступать в университет. А решил, все, что ему нужно в этой жизни, он возьмет себе. Эй! Шагнитесь! А я стал успешным экономистом. Но цунами в Юго-Восточной Азии 2004 года лишило меня самого дорогого. После этого я потерял интерес к жизни. А Арман, отсидев срок, к тому времени завязал с криминалом и начал свой бизнес. Но что-то пошло не так. И мой друг, а по сути единственный мне близкий человек, о пожаре поступило попал на в беду. пульт 4:40 утра. Вы сейчас видите кадры, снятые пожарными. Это было в районе 5-6 утра, и сразу же по тревоге были подняты все экстренные службы города. В ликвидации огня были задействованы около 30 единиц пожарной техники и 50... Арман с компаньонами влез в большие долги. Чтобы выйти из ситуации, он был вынужден взять крупную сумму у Багда. Армашка, понимаешь, как все серьезно, да? Давай. Они придумали нехитрый план, как в течение месяца провернуть эти деньги. Закупили канцтовары, забили ими склады. Через несколько дней склады сгорели. Звонок Багда не заставил себя долго ждать. Арман, слышал, у тебя проблемы? Ты же понимаешь, что деньги придется поставить по-любому? Короче, даю еще месяц и без вариантов. Такое решение Багды было скорее исключением из правил. Деньги ему возвращали всегда и в срок. Лишь изредка он давал отсрочку. 10 дней! 10 дней дай! Неделя. Братан, а зачем такую скачуху даешь? Люди же не так понять могут. Ответ заключался в общем криминальном прошлом Армана и Багда. Быстрее! Все на места! Работаем, ребята, работаем! Выйти из машины! А ну вышел, быстро! Руки на капот! Стоять!
Опа. Понятых сюда. Привет. Как настроение? Нормально. Вот это что? А это издержки профессии. Ты как хотел? Багда, Шал сказал, что все решит. Но ты же понимаешь, кто-то на себя должен взять. Короче, давай без этого. Вытаскивай нас. Без этого я не смогу. Все очень серьезно. Приговор именем Республики Казахстан Ельдинбаева Армана Жумабековича признать виновным в совершении преступления, предусмотренным частью 2 статьи 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. В тот раз Арман поступил как должен был. Багда это не забыл. Но я-то тебе чем могу помочь? Такеши, помнишь, ты бизнес-планами увлекался? Нам сейчас любой подойдет. Главное, чтобы было эффективно. Мне нужно пару дней. Еще утром у меня не было ни одной причины, чтобы жить. И когда я решил поставить точку в книге своей жизни, Всевышний дал мне знать, что ее автором являюсь далеко не я. Приветствую вас, Куке. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Как доехал? Нормально? Спасибо, хорошо. Отлично. Проходи. Присаживайся. Как наши дела? Все хорошо. Груз уже в пути. Скоро прибудет в Казахстан. Угу, отлично, отлично. Один день отдохни с дороги, потом приступишь к работе. Какова моя задача? Надо найти distribution company, заключить договор. По легенде, ты представитель компании Soft Impex Group и хочешь выйти, на среднеазиатский рынок. А если будут неприятности? На случай непредвиденных обстоятельств. Вот, познакомься, Тарас. Наш друг из Львова. Он и его люди всегда будут рядом с тобой. Бендеровец. Гарный хлопец.
Как известно, гениальные идеи в зачатке всегда воспринимаются за чушь. Однако у Армана и компании других вариантов не было. И мой безумный план по внедрению схемы «производитель-клиент напрямую, без посредников» в аграрный бизнес получил путевку в жизнь. Хотя веры в его успешную реализацию не было даже у Армана. Но это лишь начало. Ведь фишка моего плана состояла не в том, чтобы изобрести велосипед в сфере экономики, а максимально оптимизировать имеющиеся ресурсы компании Армана, помножить их на молодость и энтузиазм, и преобразовать энергию страха невыполнения обязательств перед Багдой в энергию действий, которые будут способствовать появлению хоть какой-нибудь прибыли. А когда это произойдет, тогда в дело включатся механизмы превращения денег в еще большие деньги. Бізге агро саласында картопты көп мөлшерде консигнацияға беретін адамдар табу керек. Тез арада. Арман привлек всех, кого мог, и, используя многочисленные родственные связи в ауле, нашел овощи под реализацию. Их они распространили в течение недели в спальных районах города по принципу «овощной магазин у вашего порога». Ставка на лень рядового обывателя оправдала себя. Вскоре понадобилось закупать товар многотонными фурами, чтобы покрыть оставшиеся районы города. Ну и этого рынка хватило всего на несколько дней. $40 тысяч и почти 2 миллиона. Львиная доля прибыли, вырученная на этом этапе плана, была потрачена на гонорар профессору экономики из Российской Федерации. Я научу вас, как добиться результата 10 из 10. Который разработал стратегию эффективного развития бизнеса. Вот, Эржан Мухан, гражданин США, представитель благотворительного фонда House of Liberty, этнический казах, родился здесь, но вырос и получил образование за рубежом. Он главный. Недавно к нему прибыл под видом представителя крупной торговой компании его родственник, Мустафин Жаркын. Их основная задача – организовать массовые беспорядки с целью дискредитации власти, с соответствующими последствиями. Сценарий тот же, как и во всех горячих точках наших бывших союзных республик. Здесь они, скорее всего, будут провоцировать межэтнические столкновения, учитывая многонациональность региона. И самое главное, к ним идет груз с психостимулирующими веществами, который вызывает бесконтрольную агрессию. Судя по всему, они планируют распространить их под видом пищевых продуктов среди населения. Добьются своего, в результате получим второй ОШ. Ясно. Ваши действия. Разработка идет полным ходом. Каждое их перемещение под нашим контролем. Добро. О всех изменениях в ходе операции докладывать лично мне. Есть. Рус, ты рядом Махсапсиси? Салам алейкум. Валейкум салям. Алай, Саня. Братан, походу мы нашли его. В Наурузе, в особняке поселился. Хорошо. Сколько их там? 4 или 5, не больше. Ты это, пару пацанов пошустрее закрепи за ним. Я должен быть в курсе. Понял? Понял. Кетмонда. Гони. Смотри, не упусти его.
это еще кто? Ну-ка, давай за ними. Маке разрешите? Маке, нашими клиентами еще кое-кто интересуется. В смысле интересуется? Кто? Лидер одной ОПГ. Багда. Странно. А ему что надо? Непонятный интерес проявляет. Может, поговорить с ним? Вежливо. Чтобы не мешал. Не вежливо, а доходчиво. Пусть этим Мансур займется. Из виду его не выпускайте. И выясните, какой у него интерес. Есть. Извините, мы вас напугали? Да, это было неожиданно. Меня Настя зовут. Такеша. Такеша? Такое необычное имя. Да на самом деле ничего необычного. В переводе с японского – бамбук. Бамбук? Да, кстати, Женя, моя подруга. Народ, я вам не мешаю? Бізде 43 күн қалды. Ал керек сомадан бізде 10% ғана бар. Так откуда у вас такое имя, Такеши? Моя мама работала в японском посольстве в Москве. Возникла бурная связь между работником посольства и моей мамой. В результате я и появился на свет. В советские времена такие отношения не приветствовались, родители разлучили. Отца отправили назад в Японию, а маму в Казахстан. Здесь я и родился. Только мама при родах умерла. Так что мое имя – это все, что осталось мне от родителей. И даже оно внутри пустое. Берегите себя. У вас все будет хорошо. Ребята, Багду можно на минутку? Поговорить надо. Ты кто такой? Гони. Я сейчас. Шартер. Добрый вечер. Я надеюсь, вы понимаете, кто мы. Догадываюсь. О чем будет речь? Рус, багажник ашпыш.
точнее ваши люди, следят за одним человеком, который находится в зоне наших интересов. Зачем он вам? Это второй вопрос. На данный момент мы хотим, чтобы вы оставили его в покое. И без вопросов. А если нет? А если нет, у нас много способов воздействия. Вы это знаете. Это ты сейчас на меня наехать пытаешься? Нет, Багда, ты же умный человек. Просто не мешай нам делать свою работу. Добро? Добро. Тем лучше. Проходи. Такеши! Не упал. Полковник, бауыржан суалып келші. Брат, что с тобой? Ты чего в обморок падаешь? Все хорошо. Исатай, братуха, звондады. Черновод Дима. Иә. Не деп жатыр? Келесі айда шығамын дейді. О, жақсы хабар. Наурыз күтіп алайық. Жақсы барып қайттыңдар ма? Иә. Мазя. Бауырым, кетпейді. Хабарласамын. Давай, болды. Артыңыздан жүре беріңдер. Время – самый важный ресурс. Мы потратили больше месяца на накапливание начального капитала и разработку плана развития бизнеса. Чтобы претворить его в жизнь, мы начали собирать команду специалистов. 13% в год. Женя и Настя работали на самом переднем Мы краю. обязательно сделаем вам скидку. Ведь никто не может отказать двум милым девушкам. Вы согласны? Еще к нам присоединился парень, которого в городе называют Прибалт Ману. Его называют Прибалтом не потому, что он родом из Латвии, Эстонии или Литвы. Его называют Прибалтом, потому что он может приболтать любую женщину где угодно, когда угодно и на что угодно. За определенный гонорар любимец публики Адиль Исенбулатов заключал для нас контракты в самом сердце бизнеса – Алматы. Профессор Скибер обучил для нас целую армию торговых представителей. И уже через месяц у нас было столько партнеров, готовых начать работать с нами, что нам было просто необходимо найти логистика, который упорядочил бы весь этот хаос информации. И нашли мы его на батле головоломок. Всего доброго. До свидания. Не понимаю, как это вообще можно собрать. Ну что, на сегодня все? Думаю, все. Тогда до завтра. До завтра. Женя! Нам с вами нужно съездить еще в одно место.
Люди приезжают сюда загадать желание. Построив вот такие причудливые пирамидки, они надеются на чудо. Больные приходят сюда, чтобы исцелиться, а бесплодные женщины просят Бога помочь им обрести счастье материнства. Еще ее называют пещерой дракона. Во времена нашествия Джунгар в соседнем ауле жила влюбленная пара – Айсулу и Рустем. Очень любили они друг друга. Но однажды случилось горе, и джунгары похитили всех девушек аула, а парней убили. Любовь Рустема была настолько сильна, что после смерти он превратился в дракона и стал охранять всех влюбленных. Согласно легенде, будто каждый раз, вылетая, дракон задевал края пещеры, и она становилась все больше и больше. Никто не знает, сколько прожил дракон, но, судя по размерам пещеры, прожил он довольно долго. Красивая легенда. Никогда раньше не слышала. Открою вам маленькую тайну. Я родился в год дракона. И после смерти тоже хотел бы превратиться в дракона, чтобы охранять вас и вашу любовь. Когда она у вас будет? Мне не нужен дракон. Я хочу, чтобы со мной рядом был человек. И у меня не будет любви. Потому что... Женя, вы добрая, милая девушка, но есть определенные... Не нужно ничего говорить. Достаточно того, что говорит ваше сердце. Неужели ничего нельзя сделать? Мы сделаем все возможное, но надеяться надо на чудо. Жандос, как там Арман и компания? Работают. Но, по-моему, не успеют вовремя поставить. Почему? Медленно все идет у них. А кто у них за старшего? Adı kime dananın? Такеши же. Такеши. Такеши. Такеши? Японец, что ли? Ну, типа под японца косит. Ракс. Ау, братан. Завтра потяните его. Понял. Надо сделать, чтобы он при делах был. Тамырын басып көреміз бе? Да. Понял. Сейчас буду.
Братан! Баке, вызывали меня. Я Такеши. Я понял. Говори. Арман не сможет вам вернуть деньги в срок. Даже так? Продолжай. Мы работаем. Медленно, но верно. Если бы вы дали еще немного времени... А смысл? Если вы будете наказывать Армана, деньги вам кто вернет? Баке, я обещаю, мы поставим в течение месяца с процентами. Слушай сюда. У вас 10 дней. И ты теперь при делах. Понял? Иди работай. У тебя мало времени. Если вы станете нашим постоянным клиентом, мы сделаем вам огромные скидки. Багда дал хоть маленькую, но отсрочку. Это уже само по себе удача. Данного времени должно хватить, чтобы наша система начала приносить первые дивиденды. Покупать продукцию заводов мы не могли. На это, как вы сами понимаете, нужны деньги. Наши ребята смогли выйти на прямой контакт с представителями заводов, которые согласились дать права субдилерам. И мы получили значительное количество продукции от 240 производителей. Наша компания продавала все, от школьных тетрадей до автомобилей. И спустя неделю мы смогли вздохнуть спокойно. Арман и компания слушают. Говорите, вас. мы слушаем вас. Да. Понял. С доставкой на дом. Есть! У меня 10 тысяч! Мынаны Такеша көру керек қой. Азаннан бері звондап отырмын. Такеша телефонды көтермей жатыр. Это раньше было невозможно. Ты не просто перенес приступ. Твое сердце билось с частотой 400 ударов в минуту. Гипофиз выплеснул огромное количество гормонов в кровь, что позволило тебе видеть и реагировать быстрее обычного. Очень немногие способны на это. Твой отец смог. И ты можешь. Это Фокс. А эти люди у меня за спиной очень хорошо стреляют, поэтому я бы на твоем месте не стал целиться. Брат, ты где? У нас тут такое происходит. Я вечером к тебе Очень заеду. жалкое существование, И поговорим. когда в тебе, как в клетке, заперт лев, и у тебя... Хорошо? Хорошо. Не вопрос. Пистолет у тебя в руках. И Маниша 17, оружие твоего отца. В чем везут? Водка. Человек попробует, и все. Прошли 301 километр. Идут без отклонений.
Как дела у Жаркына обстоят? Компанию присмотрел. Хорошая. Дистрибьюторская сеть. Доставка налажена. А с грузом что? Груз прибудет вовремя. А у вас как? А у нас все готово. Раскидаем по региону незаметно. Дальше дело техники. А что за компания? Это не важно. Как бы не просекли. Не первый раз работаем. Все будет окей. Из лучших на кинофоруме будет очень трудно. Арман, қызға қарай тұрасың ба кішкене? Шони, папашының қызы. Иә, қалайсың да? Отын салып келейін? Иә, мақұл. Ой, жаным менің. Такеши, поможешь? Айналайын, Бутаханов. Күнім, айым, Путянов. Брат, я хотел тебе сказать, я думал уже все. Я думал, сдался. Арман, не надо. Брат, ну что ты говоришь? Как бы я тебя бросил? Поговорим о деле? Давай поговорим. Я хотел передать тебе свои наброски. В общем, я тут накидал схему. Следуя ей, ты укрепишь позиции своей компании на местном рынке. Затем, в течение следующего года, твоя компания станет конкурентоспособной на республиканском уровне. Через 3 года ты сможешь стать обеспеченным и влиятельным человеком. М-249 стоит на вооружении НАТО. Патрон где ты на него найдешь? Калибр 7,62. Ассаламу алейкум. Валикум ассалям. Баке, здесь 1 200 000 сверху. Считай. Можно не считать, там все правильно. Такеши, ты занимаешься бизнесом и не знаешь, что деньги любят счет? Считай. Все ровно, братан. Все, ребята, нет вопросов. Удачи. Алло. Привет. Привет. Уже заканчиваете? Думаю, скоро освобожусь. Пожалуйста. Спасибо. Такеши, садись в машину. Тебя Багдад хочет. Прямо сейчас.
Такеши, когда человек начинает зарабатывать деньги, он вынужден делиться. Хочет он этого или нет, неважно. Не мы это придумали, не нам это менять. Понимаешь? Теперь у тебя два варианта. Либо ты работаешь со мной, кого уже знаешь, или рано или поздно нарисуется кто-то другой, с кем не так будет приятно работать. А там один бог уже знает, чем все закончится. Понимаешь, о чем я? Найдешь меня. После того, как Багда так интеллигентно преподнес к носу сложившуюся ситуацию, нам было о чем подумать. Но, как говорится, из двух зол выбирают меньшее. И взвесив все за и против, мы согласились. И решили познакомить его с нашим бизнесом. Здесь у нас бухгалтерия. В этом кабинете логистики. Это отдел продаж. Далее комната отдыха. Малый конференц-зал. Давайте присядем. Офисы. Братан, я видел. На той стороне. Такеши, там что происходит? Переговоры с новыми партнерами. Слушай меня внимательно. Им надо отказать. Понял? Не совсем, но сделаю. Я представляю серьезную компанию, которая является лидером продаж по всей Европе. И мне нужны гарантии. Думаю, мы найдем точки соприкосновения. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. На нас можно внимания не обращать. Продолжайте. Это Такеши, наш финансовый директор. Он представляет... Извините, но мы не будем с вами работать. Это почему же? Есть ряд причин. Не будем их сейчас озвучивать. Арман, я не понял. Мы же с тобой договаривались. А чего непонятного? Тебе же говорят, не будем работать. А ты кто вообще такой? Абрикос, ты что, попутал? Ты как разговариваешь? Слышь, турист, достанешь ствол, придется стрелять. Если готов, делай. Нет, грабли при себе держи. Вам лучше уйти. Некоторые ошибки жизнь не прощает. Еще увидимся. Лучше не надо. Да. Братан, может, стоило поработать? Там хороший контракт был. Армашка, у тебя есть причины мне не доверять? Нет. Я их знаю. Они ребята проблемные. Не надо с ними связываться. Ну, как скажешь, братан. Салям алейкум. Валейкум ассалям. Вся документация была готова. Осталось только поставить подписи. Почти обо всем договорились. Потом какой-то Багда появился. Покровитель, видимо. Багда? Знаю такого. С этим как раз можно договориться. У него конфликт с одним человеком. Мурат, выйди на него. Делаем. А ты заинтересуй его. Окей. Алло, братан. Да. Сикоша объявился. На разговор тянет. Когда? Сегодня ночью. Хорошо. Братан, пацаны многие в разъезде. Понятно. Тех, кто есть, собирай. Ойыншықтар ұмытпа. Ойыншықтар менде. Салам алейкум.
Валикум ассалям, Сикош. Сколько лет, сколько зим, какими судьбами? Да вот и разговор к тебе, Багда. Ну, пригласил бы в кафе, посидели бы, чай попили, а то что-то серьезно все. Разговор так серьезный. Ну, давай поговорим. Багда, сначала по заправке. Там твои бойцы моих поломали. Надо решать. Ну, а второй вопрос? Тут человек одним коммерсом тему предлагает, а ты мешаешь. Это ты про Жаркына? А тебе какой резон? Багда, может, пусть поработают, ты со своих поимеешь, а я с Жаркына, всем хватит. А ты хоть знаешь, что не толкать собираются? Водку там что-нибудь. Сикош, какая водка там, наркота? Какая наркота? Ты что базаришь, Багда? Короче, Сикош, слушай меня и не перебивай. Его комитетчики пасут. И нас тоже сейчас слушают. Ты правильный человек, я тебе зла не желаю. Уезжайте, не стоит это того. Закопали? Закопали. И вообще, раз ты уже в курсе, сбривай его. Завтра пообщаемся. Эта тема серьезнее, чем ты думаешь. А по заправке под себя ее подминай. Нормально? Нормально. Поехали. Так, по-хорошему не получается. Трогай. Так, по-быстрому, бутылки поменяли. Давай, пацаны. Этот Сикош развернулся и уехал. Ничего даже не сказал. Они решения не поменяют. Может, не будем ввязываться? Другую фирму найдем. Нет, на это у нас нет времени. Да и груз на подходе. И это дело оставлять просто так нельзя. Тем более, как ты говоришь, касса неплохая. Дело делом, но себя тоже забывать не надо. Семьи есть у них? Да, один женат. Арман. Поступим так. Потом сольешь его. Полиция решит, что фирму не поделили. Пока разберутся, мы свое дело сделаем и концы в воду. А Багду этого ликвидировать в первую очередь. Его смерть подозрения не вызовет. Справишься? С удовольствием. Багда, надеюсь, непоняток теперь между нами нет. И Рахмет, что предупредил вчера. Вот бы меня хлопнули. Ты, брат, знаешь кафе такое, Сага? Ну? Отправь ребят своих туда. Там мои пацаны. Пусть покушают, познакомятся. Если завтра где-то что-то, на связи будут. Мазя? Добро. Сикош, ты тоже не молчи, звони, если что. Все, давай. Сейчас едете в Сага. Там Сикоша пацаны, кого они ушатали. Дастархан накрыли, сидят, вас ждут. Езжайте, тему закопайте. Братан, а если что-то не так пойдет? Нет, ну не расслабляйтесь. Болды, братан. Скоро. Так пройдет за годом год, так и жизнь пройдет. Всякий раз с маслом пойдет бутерброд. Акс. Да, братан. Тоску не нагоняй. Все. Шурик, как дома вообще? Нормально все. Сынишка приболел немного, капризничает. Это ничего. Все дети болеют. Поправится.
Уходим! Саня! Саня! Бракс! Прости, родной. Рассказывайте, вкратце. Клиенты наши заблокировали машину и расстреляли. Огонь вели с 2 точек. 2 его бойцов убили. А сам Багда? А он из-за машины положил одного из нападавших и скрылся. Личность установили? Да, это Петр Бондаренко, 78-го года рождения, уроженец Львовской области, Украина. А наружка? Наружка вела клиентов. А тут такое. Вон оттуда наблюдали. Себя не обнаружили? Нет. Понятно. Багда этого просто так не оставит. Это плохо. Все карты может нам спутать. Этим всем полиция пусть занимается. Багду в розыск. Найдите его, пока он нам здесь фестиваль не устроил. Есть. Очередная перестрелка произошла в Шымкенте в 3 часа ночи. На улице Сматова неизвестные расстреляли машину Каржиубаева Багдата, более известного в определенных кругах как Багда. Вследствие перестрелки с обеих сторон 3 убитых. Сам же Каржиубаев скрылся. На данный момент местонахождение его выясняется. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Айза Балтабаева, Достан Баширов, ТВК. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Я невеста Такеши. Хорошо. Что с ним? У него рак. Рак пищевода с прорастанием в средостении. 4-я стадия. Сколько он будет жить? Может день, а может 2. Крепитесь. Это жизнь.
Привет. Привет. Ну и напугал же ты меня. Больше никогда так не делай. Ты веришь мне? Тогда сделай, как я скажу. До границы вели кыргызские коллеги, потом передали нашим. Прибывает сегодня, ночью, если не будет сюрпризов. Работать будут 2 группы захвата. В регионах тоже все готово. Добро. Что-нибудь еще? Да. Не нравится, что по-хамски работают. Перестрелку в городе устроили. Это к тому, пока мы их возьмем, много невинных людей пострадать может. Что бы ни происходило, не вмешиваться. Наш приоритет – психотропы. И все, что к ним прилагается. Вам все ясно? Да. Работайте. Есть. Қалай бару? Нормально? Да. Там на кухне таблетки. Все. Қалай, брат? Нормально? Арман қазандай, может, брат? Я звонил ему. Он отключен. Брат, спасибо тебе. Сейчас мне нужно побыть одному. Все. Болды, болды. Арман! Странное место для деловой встречи. Вам не кажется? Терпение, мой друг. Вот, посмотрите. Арман, держите себя в руках. Все не так плохо. Это просто гарантия, чтобы вы вели себя правильно. Что происходит? Что вы хотите от меня? Да, Ты свою задачу выполнил? не совсем. С Багда не до конца решили. Ушел. Плюс Хохладного потеряли. Но это не страшно. Напугали его. Теперь он не скоро появится. Я бы не был так уверен. Ну ладно, с этим решим. А в остальном? Все по плану. Окей. Заканчивай и отдыхайте. Мы встретим груз. Завтра начинайте вторую часть операции. Хорошо.
Подписывайте, Арман. Дружба – это хорошо, но семья важнее. Правда? Братан, кто это мог быть? Да походу этот Фикош замутил. Там это турист был, который у Армана в офисе. Так что это Джархын. Без вариантов. Таких пацанов потеряли. Имандара саламат после. Хорошие ребята были. Надежные. Похоронами кто занимается? Там все ровно, братан. Что будем делать? Валить будем. Ты же знаешь, где он гасится? Балдар Тартаимба. Вахатшох. Вдвоем поедем. За руль прыгай. Как вдвоем? А я что? Швили, если с нами что-то случится, за старшего останешься. Понял? Швили. Мы скоро вернемся. Гани, если что-то не так пойдет, на меня не смотри. Уходи. Хорошо? Братан, вдвоем зайдем, вдвоем уйдем. Багда в гостях. Ускорьте группу захвата. Понял. Айза. На приеме. Ускорьтесь, нештатная ситуация. Там незваные гости. Принято. Жарканат. На связи. Доложите расчетное время прибытия. Мы на пороге. Как понял? Понял тебя. Работаем. Все приготовиться. Братан, чуйка какая-то нехорошая. Ну, есть немного. Может, соскочим? Ну и... Саня с Раксом не поняли бы. Петрика шкода. Где его зараз тримають? В морге, мабуть. Может, на понятном всем языке будем разговаривать? Піду виски принесу. Что ему мешает так поступить, когда мы ему отдадим его дочь? Добрый вечер. Я ему не верю. Успокойся. Хотя явно большой. Раз он так говорит. А мне?
Багда, не стреляй! Подожди! Подожди, Багда! Сколько еще людей в доме? 2. Ну, значит, больше нет никого. Я же тебе говорил, не надо нам с тобой видеться. Братан, ана жақта Арман әйелі мен бала шағасы бар, басқа ешкім жоқ. Ганя, забирай и уходи. Но на всякий случай с другого выхода выйди, я быстро. Братан, вали его и уходим. Багда, механизм уже запущен. Арман сделал свое дело. Для тебя ничего не изменилось, Багда. Теперь ты моя крыша. Багда, подумай, это большие деньги, понимаешь? Это совсем другая жизнь, Багда. Прошу тебя, Багда, соглашайся. Соглашайся, Багда. Тебе же ничего не стоит подумать, Багда. Что творить? Нельзя трогать семью, это же святое. Багда, это бизнес. Сам понимаешь, нужны были гарантии. Работай! Все стоять, не двигаться! Багда, стой на месте! Немного тепла, немного тебя, чтоб сойти с ума и больше не молчать. Я могу уйти, остаться в тени, но не хочется так просто умирать. Еще не поздно сделать шаг, посмотреть в глаза друг другу и опять простить. Все очень просто, просто так. Все, что было с нами, невозможно позабыть. Еще один шанс. Эти дни мы не успели сосчитать. Зачем Алло, полиция? искать? Произошло Куда-то бежать. Ледовый дворец. Если не умеем до сих пор прощать. Еще не поздно сделать шаг, посмотреть в глаза друг другу и опять простить. Все очень просто, просто так. Все, что было с нами, невозможно позабыть. Внимание! Территория сужена! Камера сразу фото! Не имеете права! Контроль! Это сложно. Еще не поздно сделать шаг, посмотреть в глаза друг другу и опять простить. Все очень просто, просто так. Все, что было с нами, невозможно позабыть. Еще не поздно сделать шаг, посмотреть в глаза друг другу и опять простить. Все очень просто, просто так. Все, что было с нами, невозможно позабыть. Мам,
Прости меня, брат. Арман. Брат мой. Прости меня, брат. Да!